Браво! Дорогие друзья, вашему вниманию вновь собравшийся основной состав коллектива Wadens. Мы знаем этот коллектив как «Сестры Секинай». Это бренд целый, который знает не одно поколение наших слушателей. Очень часто мы, да, выезжали на концерты. Вот наша ГТРК Алания очень часто нас приглашали, тоже вот, записывали семейным ансамблем Wadens. И выезжали на концерты вот, во многие города. Вот, например, мы были в Краснодарском крае. Вот, День семьи, да. На День семьи нас пригласили в Кропоткино, и там очень хороший такой тоже фестиваль был, да. И мы теперь вот решили все-таки восстановить, и тот репертуар восстановить. Я не знаю. Все вот эти инструменты мы осваивали сами. Вот нам родители, они нам покупали инструменты. У нас пианино есть, у нас вот балалайки, домра, мандолина. У нас мама хорошо играла на мандолине. Потом вот аккордеон. Нет, Валентина Владимировна купила мне флейту. Папа, когда увидел, что у меня какие-то способности, я вот сходу начала подбирать. И он кларнет мне откуда-то привез. Ну, сложновато было на кларнете. Но она начала. Тогда у него в Москве был 412, и я, короче, туда залезла, закрыла и начала пробовать. Это же вообще удивительно, да? Вот все-таки вот первый раз видишь инструмент, и каждый уходил куда-то в свою комнату, и ты остаешься вот наедине с инструментом. И вот это вот, ну не знаю, там, наверное, все-таки вот подарок природы, да, вот я считаю, что, видимо, от родителей нам это... Мы тоже подбирали потом. К сожалению, так случилось, что больше года уже прошло, маму мы потеряли. Папа очень загрустил после этого. Я услышал... Подожди. Папа, сейчас. Это он. Что он рассказывает? Коллектива Владимир Георгиевич. Растрогался Владимир Георгиевич, да. Папу надо поддерживать. Поэтому мы регулярно собираемся. И он и плачет, и смеется, и жизнь продолжается. Да. И сегодня просто один из таких хороших, таких теплых наших вечеров, когда мы собираемся у нашего дорогого папы. И вот так вот проводим наше время. Спасибо большое. Они нам с детства вот это привили, любовь к музыке. Они очень любили и как бы все, не жалели ничего, покупали все инструменты, что могли, даже пианино. Вот смотрите, вот здесь у нас портрет бабушки, которая самая первая гармошка для 4-летней вот Валентины купила бабушка Вера. Она была очень музыкальная, Тимираева девичья фамилия. И все, пошло. Владимир Георгиевич великолепно пел и сейчас тоже поет героические песни. А хотите продемонстрировать? Конечно. Только вот он теперь право солирования передает Нелли. Очень интересно. Все, Нелли, давай, как тебя Баба научил. Ага. А Баба будет подпевать, да? Форсат.
А какое ощущение, вот, когда вы поете героическую песню? Вот вы вспоминаете, как отец ее исполняет? Или вот что проносится в вашем сердце? Ну да, они любили героические песни, и мама, она меня очень сильно просила тоже, чтобы я пела героические, но только в кругу семьи. Папа знает очень много песен. Хамицати Хамичузар, он поет великолепно. Время, пел, да. да, вот. И вот эти тексты, бывает так, что, допустим, мы слышим вот у других исполнителей, и вот этих куплетов, которые папа знает, у них не бывает. То есть вот он несет вот носитель фольклора. Цалкоште, Гуймане, Каскон, Алдарте. И вот он все это мне рассказывает, я записываю, и когда выкладываю в соцсети, все благодарят, говорят, вот мы не знали. Он Ну, так мы чётко хотели всё бы еще помнит. услышать основную историю, вот, которую несет род Секинаева. Да. Баба, дидани радзора, шекинати сайтани таурах. Ну, ему легче Дегорона. Рагилak хваса карста. Маймаю адемак барбаса демак каши. Мабалашка дорса наподобие каса. Мо зарума карда канкан карткабанкан. Вот Махан Захта, Маташидр Канон Канзе, Ма Акахта Демани Паста, Машкар, Камак, Маш Севагва Сахтама, Севхтама, Фалухай, Едер Липасагахтама, Схоца Канима, Нава Мактаутими Рахаста. Мой Арбахута хохма каматама. Уже биньон тхацарая хорай. Доммаран дайда марага барбацайда савадома. Маутарага мацамарбацай мадан дон нестадалласы. Майн арасок фахезу. Яхан идеатай. Вот خبر خوانی نایکنی اون سما ابا پیل پاچه بکوتاما دو فیاگه رازمگه سایو با فستم ما چمو کنی فستم چمو کاری ما هزار دن بریکیت ترگام ما تو با غدا با جنگ بافتاده ما غو باشی لگادن کاری تا پدیش راندن سا ما سبوتی با این کار Сардасан запкани он саша. Ма некому было уже, шелгомек тел дальше неки баатай. Ма хелта халибдай. Эно дар абоне дар мана на комнате аса дор. Ма бы фон зангользе фади. Ма дан его были фамилия гай. Черт я цагат, ты мингатса, ты уже я. Май чудордар вечера вам. Камати. Махна, канан Ебан шекера. каматина, ебан даравный. Раскатта загамахи укусали. Интересная история, дорогие друзья. Мистическая и положительная. Я училась в университете на факультете иностранных языков. Гордон Выбрала Зоя. специальность учителя немецкого языка. И работаю. И уже сколько лет работаешь? И работаю уже с 85-го года учителем немецкого языка. А я закончила в Нальчике агромелиоративный институт. В общем, я работаю в городе, в горводоканале, ведущим специалистом, инженером технического отдела. Вот. С музыкой не связано. Да. Следующий. Майя тоже. Значит, Альбина закончила факультет иностранных языков тоже в Салу. И параллельно вот музыка, она все время меня сопровождала. Я поработала 13 лет на кафедре иностранных языков в ГГАУ, где там еще параллельно была участницей хора, преподавательского хора в Шати. Вот. И дальше вы уже знаете. Да. Все. Майя.
Я закончила экономический факультет, поработала и главным специалистом, главбухом, но я больше любила работу с детьми, педагогику, но все равно я переквалифицировалась и закончила педагогический институт. Я работаю по сей день методистом, разработником в дошкольном образовательном учреждении. Элито. Закончила театральную студию при актерское отделение при училище искусств и еще Академии культуры отделение театральная режиссура. В Краснодаре. С 96-го года работаю в Дегурском театре, актриса, режиссер и по сегодняшний день там. А сейчас народная артистка нашей республики. Продюсер. Тогда еще добавим почетный работник образования Российской Федерации и заслуженный РСО Алания. Тоже Обязательно. образование. Ну, звание почему? Что? Звание. Звание у меня тоже народное. Ваш брат Сослан тоже входил в состав этого коллектива и входит. Чем он занимается? Суслан, он у нас строитель, очень серьезный парень. Но вот все, что вы здесь вот видите, вот все, что в доме, это все своими руками он сделал. Вот, он вообще в этом плане И такой камин умничка, сам сделал. да. Лет 9 в Испании поработал, набрался опыта. И замечательные дети, вот Мария, Тома, Казимир, это вот наши, так сказать, наследники. Баба очень гордится вот своим внуком, недавно пришел из армии. Круто, где она там? Это вот наша очаровательная Ирина, это супруга Суслана. Это Владимир Георгиевич. Да, который это я вот- понял. Он очень... Это вот, можно сказать, дом держится, вот сейчас она хозяйка этого дома. Очень приятно. Так что... Что Баба с вами говорит, что это произошло? Донкрат Это маленькая, но говорит, сильная. Это действительно так, у нее столько плюсов. Да, Спасибо. Алина, это Баба Домкрас. Да, Баба. Все рассказала я. Разве Ну, что, то, баба. да? А я техфак закончил. Казимир пока. Федорович. Конечно. Все, финская кануца, ну все. На протяжении многих лет я работаю над проблемой астинские старинные музыкальные инструменты в жизни наших детей младшего поколения. Ни один ребенок, даже взрослый, не знает, как они называются. Ну, даже старшие не знают, настолько они у нас вымирают. Чтобы легче было педагогам дошкольного образования и начальной школы, я даже разработала карточки, значит, про инструмент стихотворений и на Дегорском, и на астинском. Иронов жабел и Дегоронов. И с другой, с обратной стороны, описание этого инструмента. Но так как они все связаны с нарским эпосом, а нарский эпос все-таки не для детского возраста, я переломила их и сочинила сказку, можно и театр поставить, на родном языке и на русском. Ты адаптировала для детского возраста, Да, получается? всё. Очень интересный проект. Я думаю, в каждом садике, в каждой школе обязательно должен быть такой набор из инструментов, из книжки. Читинате Майи. И чтобы каждый ребенок знал. А Ирита, свое что потом национальное. театр вот этот Конечно, спектакль нет, это поставил. замечательный проект. А Валентина Я вас тоже. Как надо? А Я сейчас так объясню. Да, это надо Покажи, будет потом покажи. на столе как-то. Она баба это. Ну, суть нам объяснимая. Разгощение. Рацовай, Руслан, да волта драму. Маната йога и тейс колдзунца. А кому даши ахи номес. Мана ая фонной. Баба да сафарзоны. Фур ачердама кусхава. Ачердама вот кен. Маши афузанта кусхава. Вот сада бонах сунема. Заван айдама дашава. Ируша афузанта да бон ай ахсун. Армаз. Если заденешь еще другие, то ты проиграл. А кем? Всё. Это куда? Подожди.
Это папино И на бал. детство. И вот теперь вот эту игру тоже надо, чтобы появились они, где дети есть, где взрослые. Это можно Игра сказать, в косточки. что это и бильярд, и шашки в одном. Да, да. Объяснишь, из чего это, во-первых, сделано? Вот. Дорогие друзья, эти незатейливые предметы являются косточками, которые были извлечены из баранчиков, барашков и козлов. А теперь эти замечательные косточки превращаются в игру, национальную игру Осетии. Как называется? Волтерас. Волтерас. Есть же вот выражение «давулта денежки рамулта». Почему ты такой хмурый? «Давулта денежки рамулта». Это значит, когда они играли, вот кому повезет, он выигрывал. И сколько штук бывает в одной игре? Сколько человек играет, от этого зависит. По одному? Да. Нет, не по одному. У каждого, наверное, по 5 штук. По 5 штук. Да, играешь. Интересно, интересно. Опа! О, Мария выиграла. Дорогие девочки, вот когда в семье один ребенок, два ребенка, три ребенка, они как-то находят общий язык. А вот когда вот такое прекрасное количество, как вы как общались, ссорились, дружили, какие взаимоотношения у вас были и есть? Родители работали, и я была старшая, и, конечно же, мама утром, когда уходила, то она нам всегда наказывала, чтобы мы вели себя хорошо, и давала нам задания, чтобы к ее приходу вот это... Да, все было сделано. За скотиной, чтобы посмотрели. Кто коров будет доить. А как распределяли? Как Распределяли, да, там у нас были столько коров. Ну, я тоже доила, Валя. Эти поменьше были, по младшинству, кто как. Кто убирал, кто что Дело делал. в том, что вот на самом деле мы трудились с самого детства, да, и как-то так получалось, что вот у старших мы учились, да, и как-то без проблем мы вот в этот трудовой процесс все вовлекались. И вот вы говорите, вы ругались здесь, а у нас и времени-то не было ругаться. Если время бывало, то только уже учились или там Не, вот музицировали. поляна здесь рядом, мы играли, Да, ходили. я хочу еще рассказать, вот старшие наши сестры, они, вот для нас они были примером, да, для подражания. И был такой случай. На 8 марта, я помню, вот они были старшеклассницы, и пошли, вот тогда подработки были в полях. Вот по прополку идешь и за процент работаешь, да. И они втихаря от родителей, они там подрабатывали. И родители знали. ну, знали, но все равно, когда вы заработали, они на эти деньги купили маме кольцо. Это было так трогательно, золотое кольцо, школьницы, да, и, ну, естественно, маме было очень приятно это. Но вот сам момент вот этот, что вот через труд. Труд это, на самом деле, вот соглашаюсь, что облагораживает человека, а когда большая семья, это вообще чудо. Это вот у нас дом всегда был как вот полные ладони, да, вот у нас все в доме было, и папа и мама все для этого делали, и у нас полный дом был всегда, и еды, и вещей, и вот я же говорю, еще время бывало музицировать. Потому что и трудились так. Алина, у нас бывало так, что в доме 3-4 студента. Представляете, каково было папе с мамой? Мазар Мира Канта. 4 студента, одна в Нальчик уехала, да, 2 во Владикавказ, это в Краснодар, это вот такая у нас жизнь была. Я на стене видел прекрасную фотографию. Можете рассказать об этом событии? Эта фотография, она уже немножечко мы ее доработали. 5 лет назад мы отметили очень шумно, очень роскошно 55 лет совместной жизни наших родителей. Изумрудная свадьба была, да. Многочисленные гости, они позвали своих друзей, однокурсников, родственников. Ну, в общем, пир был на весь мир. Вплоть до Мадыкуша у Да. нас свадьба была. И там вот у нас на этой фотографии было написано 55 лет. Но именно вот в прошлом году, вот когда у них уже 60-летие должно было быть свадьбы, мы готовились к бриллиантовой свадьбе, да.
2 месяца мама не дожила до этого дня, да. И мы все равно в память вот решили, вот написали число 60, да, потому что до года-то она дожила этого, да, и 60 лет написали, и туда еще правнуков монтировали, попросили, вот. И вот папу надо было поддержать, и сейчас, когда вот он смотрит на эту фотографию, у него присутствие всех родных, и благодаря этому он держится, молодцы. Ну, мы поняли, что вы очень талантливая семья, но у вас есть продолжение. Можете рассказать, кто отправился на пути к искусству? Кто сейчас ступает по этим протоптанным вами дорожкам? Дорожкам, да? Я долго сопротивлялась, очень долго. Но дочка тоже пошла по моим стопам. Она сейчас работает в Остинском, в Югорском театре и очень успешно выступает. Еще вот Лерина дочка Салбиева Аляна, у нее, она работает в колледже искусств. И в лицее. Она закончила лицей искусств тоже. И Сейчас создала руководит оркестр, оркестром. да, Начали, закончила институт тоже. Вот. Еще и Давид у нас художник, он закончил в Москве академию Строгановскую. Да, и сейчас он главный художник Мариинского театра. Если смотрели, похвастаюсь. Парфюмер сейчас. Да, вот парфюмер, Это его работа? да, это его 80 костюмов. Он Вот в кого он пошел, то, что я не смогла. И у нас тоже он работает в Егорском театре, и у нас есть совместные работы с ним. Вот. Есть у нас Алина спортсмены. Да. Вот у Валентины сын спортсмен, Тигран. Да. Он у нас мастер Тигран. спорта. Сейчас он тоже в Москве. Он у нас по Вольной борьбе, да. по вольной борьбе. Да, так Приятно. что у нас вот очень-очень, я же говорю, талантливая молодежь. Мария это вообще Ну, уникальная да. девочка. Но это уже Посмотрите, третье какие. поколение. Это талантов. уже, это вот смотрите, вот она своими руками, мы не успеваем следить за ее Вяжет, мастерит, рисует да. картины, Поют, Поет, она уже Поет, со мной выступает. играет на сцене. гармошке. танцует. Тамара наша другая, вот Пиндезак сестра. другой. Да. Тамара играет на гармошке, танцует, умница. Будет, наверное, математиком работать, да? Педагог. То есть, У нас Сарман у нас танцует в педагогически горце. творческая. да, вот О. солист горца, да. Казимир тоже Вообще, работает у нас. это очень здорово. Они все-таки другие профессии осваивают тоже, но они тоже вот выбирают искусство, и нас Искусство это всегда очень сильно помогает. подкупает. Так А что правнуки есть талантливые? правнуки еще маленькие, они только поют. Ну, уже подают? Танцует только на месте. Ее внучка, да. И, конечно же, хотелось бы сделать вновь приятное Владимиру Георгиевичу, чтобы вы исполнили его любимую песню. Браво! Такая замечательная, талантливая семья Степинаевых. Пример для последующих поколений и современников. Тут нужно быть такими дружными, талантливыми. Молодец, какой мальчик. И хотелось бы услышать, чем он Я талантлив. лак. Мужик. Отца!
Aksaray Hacı'na da negasır hagi kudavu halam oldu. Amin. Vega şemeler say sarajo da boni mahkaba barkuta. Al kamandar zavul mazarda sadajı vatsarun. Bez boli. Amin. Имах саума бера хаджинета имама Гурадовын нечиба вокула сафа неста цауи неста бахсау ти сафа охранамонда. Amin. Да хода. Таки Çin'e gutta hazime Çin'e gutta negasiye balda berişti. Nasıl da kütüye dava. Geçen o negasiydi. Amin. Хозам бала гута, сай саражут. Хамида не var. Господи, Господи, нам этот корабль. Ахупайка, ай, стоя, пани ай, на хестер. То, что я хотел. Так, Да. как, поешь? Да, надо на камеру поесть. Ешьте, 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 как вкусно, а бедные сюмчики? А у них участь такая вот. Они смотрят, как мы едим. Закадрово, да? Да, смотрят. Сейчас сяду. Ama alefek bir zalkatır kudayta hiç konuklasıya bakana oldu. Общий. Adam olma kasım ama arzadan çıkan devamı o çarp kuda bakana. Amin. Ha buyunu da hoş geldi. Amin. Шурики читают, кушают. Боже, ой. Обратите внимание, да.